Сейчас в эмиграции я не очень много обращаю внимания, потому что я больше работаю над историей. Но я иногда замечаю, что есть какие-то ссоры. Я в то время, 10 лет назад, тоже заметил, какие-то есть разные ссоры. Вот разные группы, schisms in English. Это до сих пор продолжается или нет в чеченской эмиграции? Ссоры между разными группами чеченцев, то есть закаевцы и другие. Да, к сожалению, существует такая проблема, но мы пытаемся решить эту проблему, потому что это видно, кому это на руку все это. Вот. Ну да, действительно, есть у нас такая проблема, да, сложно это признавать даже, я не хотел бы, чтобы эта проблема существовала. Я со своей стороны тоже как бы призываю, чтобы наконец-то сплотились, там, оставить всякие там разногласия и задуматься об истории, о народе, быть готовыми к любым изменениям, потому что они по-любому будут, мы ждем их. Вот. И в последнее время как-то, да, пытаемся организовывать это, встречаться, обсуждать это, чтобы прийти к согласию, скажем так. Да, потому что если будет согласие между народами Кавказа, у нас даже нет консолидации внутри разных наций. Да, нет. Просто я как в общем говорю. И в Грузии есть проблемы, и в Черкесии, вот, я думаю, везде. Это возможно? Может быть, новое поколение что-то поможет это дело или нет? Добиться каких-то успехов можно лишь тогда, когда есть это согласие и нету никаких дележек, да. Мне больно даже видеть вот эти дележки, скажем, с нашими народами, чеченцы, грузины, дагестанцы, ингуши, когда вот эти провокационные темы обсуждаются. Нет, это очень плохо для всех нас. Вот было бы это единство у нас на Кавказе, у нас бы больших проблем и не было бы. Вот я всегда как говорю, к нам бы никто не посмел бы вторгнуться, начинать какие-то конфликты или проводить какие-то провокации. Анзор, помните в то время, я не помню его фамилию, Садулаев, может быть. Он был, должен был следующий президент. Я помню, мы очень один раз говорили об этом. Можете рассказать про него чуть-чуть? Абдулгалим Садулаев был вице-президентом при Масхадове. И, ну, скажем так, он преподавал, обучал людей религии и до войны, до Второй войны. А потом, когда война началась, он участвовал в сопротивлении российским оккупантам. Затем он был назначен вице-президентом. И когда убили нашего президента в 2005 году, он стал уже по Конституции, получается, президентом Чеченской Республики Ичкерия. И спустя через некоторое время Абдулгалим Садулаев был убит, скажем, российскими марионетками. Был убит, его тело также не вернули, не дали похоронить. Ну, я скажу, что это был очень хороший такой человек, который призывал к справедливости, даже будучи на войне. И расскажу про тот случай, который... Вот была такая встреча в 2004 году, в ноябре,
встречались Аслан Масхадов, Абдулхалим Садулаев и Шамиль Басаев. Эта встреча была организована моим отцом, нашим президентом, для того, чтобы, как сказать, оказать давление на Шамиля Басаева, принудить его, чтобы он не совершал такие акции по, скажем, захвату заложников и так далее. И на этой встрече вот обсуждалась именно эта тема. Шамиль Басаев говорил, что почему мы не имеем права делать то, что с нами делают русские. Так он говорил, как бы если они убивают наших мирных жителей, почему мы не можем это делать? И тогда Масхадов ему говорит, Басаеву, если мы не можем переступать эту грань и быть подобными российским оккупантам, вот. Если ты захватишь даже в заложники там детсад или школу, они в любом случае убьют всех этих заложников, и этим ты ничего не добьешься, как это было, скажем, в исламе, например. И вот я к чему иду, что вот Абдулхалим Садулаев, он надавил на Шамиля Басаева, сказав, что мы просто даже по религии не имеем права совершать такие акции, быть подобными этим убийцам, убивать или подвергать опасности мирных жителей. Ты должен будешь отвечать перед Аллахом за все это. И на этой встрече из-за такого давления, скажем так, Шамиль Басаев поклялся на Коране, что больше совершать такие акции как бы не будет. И действительно, после этого ничего такого не произошло, слава Богу. Вот, ну, я имею в виду, вот Абдулхалим Садулаев тоже был таким человеком. Он не хотел этих жертв, не призывал к этим жертвам, был против этих жертв, против войны. Да, я помню, в то время у меня была какая-то надежда на него. А после Масхадова и Садулаева потеряли надежду народ? Мы ее никогда не теряли, эту надежду. Пришел Доку Умаров, он был нашим президентом. Потом он, как мы знаем, объявил Кавказский Эмират, скажем так. Что была большой ошибкой для нас, для чеченского сопротивления, для нашего государства. Потом его тоже убили, отравили, Доку Умарова. Это, у нас возникает вопрос иногда, что главнее, идентичность, идентова, национально или ислама, мусульманство? А черкесские общественные деятели говорят больше нации, вот, а чеченцы что скажут? Мы мусульмане, по-любому это касается религии, и по религии даже у всех народов есть такое, если агрессор совершил там оккупацию, то это уже священная война по любой религии. Вот мы тоже говорим, раз уж к нам вторглись, это наш священный долг, священная война, защитить наш дом, защитить нашу землю, наши права. И поэтому мы называем это священной войной. Но есть люди, которые и не понимают, и меняют, искажают вот это, что вот там надо вести войну. Да нет, не надо вести войну против кого-либо. Нельзя там призывать к войне. Наоборот, надо призывать к миру. Это долг каждого человека искать мир, пути к миру. Ну, я скажу, да, это наше религиозное и национальное. Ой, еще один вопрос возник, если не поздно.
мы вместе в лекции со студентами мы обсуждали вопрос, возможно ли развивать стратегию для ближе сотрудничества между кавказскими народами, стратегии, которую можно развивать, или это уже пустая мечта? Как вы думаете, возможно ли общая стратегию или взаимосвязи и взаимоподдержки? Я не говорю соединение в штате. Это реальность или нет? Любая мечта осуществима, лишь бы были старания идти к этой мечте, работать, добиваться этого. Конечно, много чего можно сделать, много полезного можно сделать для наших республик, для наших народов, для Кавказа в общем. Все, как говорится, в руках Всевышнего Бога и в наших руках, в наших действиях. И если будем стараться, то мы много чего можем добиться этого. И нам надо это делать. Надо общаться, делиться мнением, идеями, встречаться, проводить мероприятия разные. Можно. Очень хорошо. Спасибо вам. Del Reshill. Спасибо. Adik Yoel. Adik. Good night, everyone.